ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Суббота. Спортивный клуб «ПАО Рухта». Стартует Кубок Республики по силовому троеборью. Спортсмены соревнуются в 3 дисциплинах: приседания со штангой, жим штанги лежа и становой тяги. Участников набралось полсотни от 14 лет и далее без ограничений. Представлена не только Ухта, но также Сыктывкар, Рыжма, Воркута, Усть-Куломский и Троицко-Печорский районы. Отличительная деталь турнира – большое число представительниц прекрасной половины человечества. Он сродни занятиям в тренажерном зале, это вид спорта. В любом тренажерном зале есть гантели, есть штанга, которая также выполняется для достижения какой-то спортивной формы, фигуры для девочек. Поэтому бывает часто такое, что девочки увлекаются именно соревновательными моментами поднятия тяжести и выступают, им это интересно. И это при том, что на турнире может выступать далеко не каждый, есть профессиональный ценз. Среди девушек допускаются обладательницы минимум 3-го спортивного разряда, у мужчин 2-го. То есть участники отнюдь не новички. Например, ухтинка Настя Давыдова раньше занималась кроссфитом. По примеру папы решила податься в силовые направления. На дебютном выступлении сильно волнуется, особенно в ожидании 3-го раздела становой тяги. Потому что она самая тяжелая, там 100 килограмм уже идет, и уже тяжелее после этих 2. Как это первое соревнование, так что для начала лучше просто участие. Впрочем, уже в первом подходе на приседаниях со штангой девушка подняла 70 кг, а для себя в этом виде личную планку ставила 100. Показать классный результат на турнире для спортсменов важно еще и потому, что турнир отборочный. Кто лучше проявит себя, может рассчитывать на поездку в столицу страны на большой всероссийский турнир «Огни Москвы» в конце мая или в середине апреля попытать счастье в Санкт-Петербурге. Кроме того, нынешний Кубок Республики позволил участникам показать норматив, например, мастера спорта, чтобы потом подтвердить его на крупных площадках.